Проект закона о республиканском бюджете точно можно назвать социальным. Традиционно самые большие расходы, а это 80% финансовых средств, направят на нужды населения. Напомню, в первом чтении законопроект был принят депутатами Народного собрания 25 ноября. Ко второму чтению финансовый документ обновили, увеличили основные параметры законопроекта, и сложились они таким образом. Так, общий объем доходов на 2022 год составляет 31 миллиард 272,7 миллиона рублей. Общий объем расходов составляет 31 миллиард 327 миллионов рублей. Дефицит составляет 54,2 миллиона рублей. В плановом периоде доходы составляют в 2023 году 30 миллиардов 695 миллионов рублей и в 2024 году 30 миллиардов 687 миллионов рублей. Объем расходов составляет на плановые периоды 2023-2024 года, соответственно, 30,7 миллиарда рублей и 30,7 миллиарда, соответственно, в 2024 году. Депутаты определили проект о республиканском бюджете на ближайшие 3 года. Теперь необходимо обеспечить полное кассовое исполнение заложенных финансовых средств. Бюджет у нас дотационный. У нас порядка более 90% мы получаем дотацию с федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, субсидий и субвенций. Социально ориентированный. Более 83% у нас средства предусмотрены на социальную политику, здравоохранение, образование, культуру. Корректировки в основном касались средств федерального бюджета, они имеют целевое назначение. Как я уже сказал прежде, это у нас субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты. На шестом внеочередном заседании Народного собрания депутаты также заслушали доклад министра образования и науки региона о проделанной работе за 2021 год. Эсет Бокова рассказала, что качество образования в регионе повысилось благодаря реализации нацпроектов. Большое внимание уделили развитию дополнительного образования. На базе школ открыты современные центры, где раскрывают таланты детей. Республика Ингушетия успешно участвовала в проектах «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». Благодаря реализации регионального проекта «Современная школа» в текущем году открыты 12 центров образования естественного и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленности, в котором наряду с профильными предметами ОБЖ, информатика, технология, естественно-научными предметами будут обучать детей 3-4 классов. В этом году также начали функционировать 80 кабинетов технического профиля, которые открыты в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка». Здесь детей обучают робототехнике, моделированию и электронике. Должное внимание уделяется слабым местам в образовательном процессе. Заключено соглашение о сотрудничестве и сформирована дорожная карта по запуску образовательного проекта «Яндекс.Лицей» в Республике Ингушетия по обучению школьников программированию. Определена необходимость повышения доступности современной системы дополнительного образования для всех детей. В этой связи у нас в регионе вводится целевая модель развития системы дополнительного образования. Так, уже в мае месяце создан навигатор, где представлены все поставщики программ дополнительного образования. Как поясняет министр образования и науки Ингушетии, в этом году закуплено 303 200 учебников для школьников республики. Удалось также погасить долг министерства перед книжным издательством. Одним из ключевых вопросов, стоящих перед системой образования республики, являлось приобретение учебников. Поскольку в связи с демографическим ростом и износом имеющейся учебной литературы уже в 2018 году появилась острая потребность в дополнительном обеспечении школ учебниками. Однако по причине высокой задолженности закупка не была осуществлена. При этом последняя поставка учебников в рамках соглашения, заключенного между правительством Республики Ингушетия и издательством просвещения, была произведена в 2016 году. Министерству образования удалось достигнуть соглашения о реструктуризации долга. Задолженность перед издательством просвещения на сегодняшний день погашена в 100% объеме. После доклада министра образования и науки Ингушетии собравшиеся в зале депутаты интересуются вопросом предоставления спортивных залов общеобразовательных учреждений для дополнительного образования после 6 вечера. 100% практика у нас по предоставлению спортивного зала для жителей, как вы сказали, сельских поселений. Практически все наши учреждения, которые имеют на базе своих возможностей предоставления, они практически в порядке таком очередности имеют все спортивные кружки заняты. У нас спортзалы после 6 вечера, либо это гимнастика, либо это другие виды спорта. Поэтому здесь рекомендации, они еще в самом начале доведены до руководителей, чтобы максимально было оказано содействие.
За 2 года в рамках национальных проектов в регионе открыты 22 образовательные организации. Из них 7 школ и 15 детских садов. До конца этого года в регионе также планируется ввод еще 23 объектов. Из них 9 детских садов и 14 школ. Депутаты поблагодарили Айсет Бокову за подробный доклад. На 6-м внеочередном заседании также рассмотрели больше 20 законодательных инициатив. Лина Сычуева, Асхаб Белакеев. Новости 24.